родился в Нюрбинском Улусе, село Мар. Там вырос. В семье было 9 детей, 3 сестры и 5 братьев. Ну, получается, я самый младший, 9-й ребенок, так как старшие все у меня братья, поэтому я все время за ними бегал, играл. И во дворе тоже были соседи, дети моего возраста тоже. В 1978 году поступил в Марскую среднюю школу. Первым учителем была Розалия Васильевна. В классе у нас было в основном мальчики, больше было мальчиков. В школе учился, скажем так, в начальных классах, да, очень хорошо учился. В старших классах были тройки, да. Экзамены сдал в конце школы. После школы меня призвали в армию. У нас войска ПВО, поэтому были там локаторы, высотомеры, дежурные, с границей было, с китайской границей, поэтому боевое дежурство через сутки, скажем так. И я там отучился на планшетиста, все было хорошо, отслужил. После армии я приехал в родной Улус, в село Мар, отучился на водителя, приехал в город. Потом мне друг, одноклассник был, он уже работал огранщиком, отучился в 92-м, а я в 93-м приехал, потом он все мне рассказывал, там огранка, бриллианты. Мне было интересно, потому что мы с ним в школе были редколлеги, да, там газеты выпускали, рисовали. И он меня как бы позвал, можешь, я думал, могу, наверное, да. И потом как раз в 94-м, вот ГПТУ-16, там набор огранщиков было. И я туда пошел, сразу поступил и отучился 6 месяцев, получил диплом с отличием и сразу устроился на работу в Торнадо Даймонд, который находится там на Грессе, рядом ГПТУ-16. И там, скажем так, начал свою трудовую деятельность как огранщик. В 2004 декабре вот, устроился вот в Камдрагмете, да, огранщиком ТАСС Даймонд был, потом цех огранки был, я с цеха огранки устроился, потом все перевелся, да, как в Камдрагмете цех огранки. В 99-м познакомился со своей супругой Лидией Прокопьевной. Вот у нас потом родился первый сын в 2000 году, потом в 2004, 2009. У меня 3 детей. Старший сын, студент, который сейчас учится в 1 курсе, Агату, и 2 младшие дочери, 6 и 11 класс учатся. Огранка алмазов сфера такая, что надо терпение иметь, да, сидеть в одном месте и точить, с лупой работать целый день. Это трудно, наверное, да. Один камень можно сделать, да, за полчаса сделать, да, допустим, мелкий бриллиант, да. А вот, допустим, например, 0,50 каратов, да, то можно там за час сделать, за 1,5. Опыт приходит, конечно, со временем. Сразу это не получается, наверное. Общий стаж, с 94 года, получается, 26. До огранки технолог, он определяет уже, какой бриллиант должен выйти, какая цена должна быть. Он пишет там пакетики, и огранщик уже ориентируется по этой записи.
И во время перерыва у нас можем поиграть, вот настольный теннис у нас, стол купили. Если честно, со школы я играю. Призер, победитель многих республиканских соревнований. И двукратный чемпион города Якутска среди ветеранов. Состою вот в судейском комитете, да, скажем так, республиканском. Судья первой категории сейчас, в данное время. Много работал судей, да, дальневосточные соревнования, республиканские соревнования. И еще вот Дети Азии тоже я участвовал в качестве судьи. В 2018, когда здесь в Цехогранке, да, работал, мне Петр Степанович позвал и сказал, что будет соревнование республиканские, да, конкурс огранщиков ко дню ювелиров и огранщиков вот, в октябре. В итоге я стал победителем, да, занял первое место. Вообще я очень радовался за себя, за Цехогранки, за Кондрмет, который я представлял вот, в этом конкурсе, да. Коллектив-то сам-то по себе очень большой, да, и хороший, дружный, да. Все ездим, у нас там и цех, рыбалка, каждое лето, да, вот день рыбалки отмечает, выезжаем на остров, рыбачить, отдыхать. Сам каждое лето езжу на родину, на сенокос, беру своих детей, постараюсь, чтобы они не были, скажем так, все время здесь, в городе. В деревне летом же хорошо, там воздух. Я думаю, счастье, вот, когда ребенок рождается, когда семья вместе, да, все здоровы, у всех есть кто-то, у всех есть хорошая работа, любимая, в которой получается удовольствие, вот, вот, счастье, вот, в моем смысле.